Селям алейкум, здравствуйте. В нашей общественно-политической плоскости сейчас наиболее актуальными являются вопросы государственной национальной стратегии, языка и гражданства. По всем этим актуальным направлениям открытый разговор у нас сегодня с председателем Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Ленуром Абдурамановым. Ленур Азизович, селям алейкум. Алейкум селям, добрый день. Давайте напомним нашим телезрителям, что общегосударственная стратегия госнацполитики до 2025 года была принята в 2012 году. Каково значение этого документа? Что он подразумевает и регламентирует? Безусловно, как показывает история, многонациональная Россия в своем историческом развитии является исключительным и очень таким, сказать, исключительным в своем многообразии и вообще своим феноменом того, как мирно живут многие народы и развиваются в едином большом территориальном пространстве. И, конечно же, история показала, что вхождение в состав Российской Федерации и вообще в целом в России этих многих народов было исторически по-разному. То есть кто-то это уходил от гнета какого-то и пытался найти спасение в России для того, чтобы сохранить свои языки, традиции и культуру. Многие, конечно же, в силу каких-то геополитических процессов становились в составе Российской Федерации. Но однако, как показывает история, на сегодняшний день никто из тех, кто сегодня проживает в России, любой этнос, любой народ, который сегодня есть, и успешно развивается. И мы, как совершенно новый субъект, в том числе не являемся исключением, потому как при только системном подходе государственной национальной политики можно понимать то, насколько необходимы все эти процессы. Поэтому, конечно же, национальная политика в государстве является также очень, на современном этапе очень важным и необходимым элементом. И поэтому, конечно же, вот в декабре 2012 года был принят такой базовый документ, подписан указ президентом Владимиром Владимировичем Путиным об утверждении стратегии государственной национальной политики до 2025 года. Конечно же, этот документ, эта доктрина была принята после больших, как можно сказать, экспертных научных исследований и уже таким стал выдержанным политическим, наверное, общественным документом, который на сегодняшний день является планом и, как говорится, основополагающим документом, который выстраивает стратегию развития госнацполитики в целом в стране. И хотелось бы, конечно же, отметить, что в свою очередь есть приоритетные задачи и цели, которые ставит этот вопрос. Это же, конечно, укрепление российской нации, укрепление и развитие тех народов, которые сегодня проживают, и также с обязательным условием которых является, чтобы все те права, которые записаны в Конституции, в главном документе Российской Федерации, сегодня выполнялись. Президент Владимир Путин в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям в октябре этого года в Югре обозначил необходимость реформирования и коррекции стратегии госнацполитики. Какими были ключевые выкладки президента? Давайте вспомним. Наше общее достояние – это и уникальные традиции, культура, обычаи коренных малочисленных народов, которые живут здесь, в Югре, и многих других российских регионов. Обеспечение их прав, сохранение самобытности в числе наших безусловных приоритетов. И это прямо закреплено в стратегии государственной национальной политики России. Напомню, этот базовый документ был принят 6 лет назад и, конечно же, нуждается в развитии, корректировке. Что считаю важным, изменения не должны носить формальный характер. Они должны быть нацелены на повышение эффективности работы государственных органов власти, местного самоуправления, структур гражданского общества в сфере национальной политики. Мы много раз говорили об этом, и я тоже повторял неоднократно, что это крайне чувствительная, деликатная область, которая не прощает ошибок, непрофессионализма, бюрократического отношения к этому делу. Речь идет об исторических, гуманитарных, цивилизационных основах нашей государственности, о национальной безопасности и единстве Российской Федерации. Очевидно, что стратегия государственной национальной политики должна быть синхронизирована и с теми целями, задачами, которые были обозначены в послании и майском указе, а также с другими документами стратегического планирования, в том числе в сфере пространственного развития страны. Знаю, что на президиуме Совета этот вопрос тоже уже поднимался.
Считаю, что все социально-экономические планы мы должны строить и реализовывать с учетом культурных, исторических, национальных особенностей наших регионов в открытом диалоге с гражданами. Национальные культурные объединения должны быть активными участниками обсуждения всех ключевых вопросов, которые связаны с развитием городов и поселков, регионов в целом. Конечно же, очень важно, чтобы на этих участках работали компетентные, подготовленные, заинтересованные люди, знающие культуру, языки народов России, историю страны и наших регионов, в которые в том числе были и очень сложные страницы. Мы не должны об этом никогда забывать. Именно поэтому по итогам предыдущих заседаний нашего Совета было дано поручение разработать профессиональный стандарт подготовки специалистов в сфере национальных и религиозных отношений. Летом этого года он был утвержден. Нам нужно выстроить целостную систему, включая этапы подготовки и переподготовки кадров, необходимых для качественной реализации государственной политики в сфере межнациональных отношений. Также с учетом тех изменений, которые будут внесены в стратегию государственной национальной политики, потребуется в короткие сроки подготовить и план мероприятий по ее реализации на 2019-2021 годы, уточнить соответствующую госпрограмму. Уважаемые коллеги, наш Совет занимается проблемами чрезвычайно сложными, многогранными, и в их решении сбережение этнокультурного, языкового богатства, исторического наследия всех народов России огромная роль принадлежит институтам гражданского общества. Такая конструктивная работа всегда получит поддержку государства. Ленур Азизович, как вы считаете, почему возникла подобная необходимость корректировки данной стратегии и какие изменения планируются к внесению? Безусловно, конечно же, мы должны отметить, что данная стратегия не является, как говорится, догмой и не является инструкцией, которая может отвечать совершенно на все вопросы и те вызовы, которые сегодня извне или внутри происходят в нашей стране. Поэтому, конечно же, с учетом тех вызовов и тех давлений геополитических и внешних сил, которые сегодня пытаются всячески влиять информационно на Россию и пытаются расшатать наш межнациональный мир и межконфессиональный, естественно, данный документ должен проходить определенные изменения, изучения на современном этапе. Конечно же, учитывая, что уже более 5 лет этому документу, с 2012 года уже этот документ, естественно, мы уже, как говорится, понимаем, и у нас есть мотивация того, что этот документ должен меняться. Конечно же, глава государства очень четко отмечает те направления, в которых необходимо пересмотреть, а именно расставить акценты очень важные, которые необходимы. И мы, в свою очередь, точно так же, как яркий пример того, какие и сегодня Республика Крым являемся постоянным прицелом всех геополитических или информационных войн в нашу сторону, с учетом того, что тоже, имея хороший так называемый иммунитет, который позволяет нам бороться с этими внешними факторами. Поэтому, конечно же, мы должны отметить, что все-таки есть еще недочеты в каких-то направлениях. Ну, например, как один из примеров, это, конечно же, молодежная среда. То есть это всегда особая зона риска, когда мы четко понимаем, что идеология может распространиться там в силу незнания молодого еще подрастающего поколения. Мы здесь, конечно же, обязательно должны очень внимательно и тонко подходить к этому вопросу. Кроме того, конечно же, еще и продолжается у нас работа по нераспространению ксенофобии, экстремизма, терроризма. Эти все базовые важные вопросы также являются основополагающими и необходимыми для того, чтобы государство работало на упреждение и не развитие этих проблемных вопросов. Поэтому еще бы хотелось отметить то, что сегодня очень важно и видно, что центр тяжести смещается уже с федерального направления на субъекты, а с субъектов уже, как мы видим, идет на муниципалитеты. То есть мы сегодня четко видим и выстраиваем даже в нашей работе то, что сегодня основная задача этого развития межнациональных отношений, межконфессиональных и вообще мониторинг в сфере межнациональных отношений лежит, конечно же, на муниципалитетах. То есть оттуда все и начинается, оттуда идут самые первые голоса о том, какие существуют проблемы и какие вызовы стоят перед обществом. Таким образом, конечно же, с учетом всех этих озвученных, в том числе мною моментов, необходимо вносить изменения. И самое важное хотелось отметить, что по сегодняшний день на всех экспертных площадках, на всех тех круглых столах, которые мы сегодня проводим совместно с общественными организациями, важнейшим является то, что данная
данные вопросы всегда актуальны. И каждый в своего рода и исполнительная власть, и общественные организации всегда находят точки соприкосновения и помогают друг другу там, каким образом мы можем решить все эти вопросы. Поэтому здесь очень много вопросов, которых хотелось бы с учетом, как я говорил, уже современных вызовов менять. Ленур Азизович, 2019 год был объявлен Организацией Объединенных Наций Международным годом языков коренных народов. Как раз на собрании, на совете, который мы уже недавно вспоминали, президент озвучил этот момент. В связи с этим, как вы считаете, как вы расцениваете, собственно, государственную политику по отношению к языкам народов России? И как, в частности, наша республика решает вопрос сохранения и развития крымско-татарского языка? Вот, безусловно, когда стартовала только организация этого плана работы вообще на 2019 год, как мы знаем, эту комиссию возглавил глава Федерального агентства по делам национальности Российской Федерации Баринов Игорь Вячеславович. Я был очевидцем, и на первом заседании в городе Москве я участвовал при создании этого оргкомитета. Конечно же, это объемный большой план мероприятий, которые предусматривают в следующем году, всех тех мероприятий, которые запланированы в связи с этим объявленным годом малочисленных народов. Само по сути, хотелось бы еще отметить как раз-таки еще и то, что в Российской Федерации очень много существует вопросов, которые актуальны и про которые государство не забывает. А именно, что я имею в виду, это как раз-таки тех малых народов, которые в Российской Федерации проживают, и каким образом, чтобы они не были забыты, то есть максимально приблизить их к тем процессам, которые сегодня в стране происходят. То есть это языки, это традиции, культуры. И вне зависимости от того, что Россия — это большая территория, как говорится, да, каждый из нас знал о тех народах, которые даже имеют сегодня малочисленное население, и каким образом они все эти развиваются. Что касается примера развития крымско-татарского народа, который сегодня, крымско-татарского языка, мы, конечно же, в своей части также являемся участниками тех процессов и выполняем те задачи, которые сегодня у нас стоят. А это именно у нас очень успешно развивается наш медиацентр имени Гасприцына, на базе которого печатаются многочисленные издательства на родных языках, в том числе и на крымско-татарском. «Яна Дуня», газета, которая недавно столетие свое. Действительно. И как вот, кстати, было отмечено на столетие празднования Яна Дуня, наши, как говорится, гуру мысли и языка национального движения отметили о том, что очень приятно, что на сегодняшний день все эти традиции, культуры развиваются успешно в республике и действительно не забываются, поскольку мы понимаем о том, что в самом начале тех процессов, которые проходили в 2014 году, нам же постоянно и из океана, из соседней страны всегда говорили о том, что подождите, Россия — это варварская страна, которая сейчас просто уничтожит, и все сделать для того, чтобы крымско-татарский народ и его язык исчезнули с поля зрения. Но однако это не так, и мы сегодня активно видим, сколько государство делает для развития, в том числе то, что я говорю, издательство. У нас сегодня и телевидение, слава Аллаху, существует, и радио, конечно же. И каждый из нас сегодня видит воочию, то есть ничего не скрыто, а именно максимальная поддержка существует на сегодняшний день. Под контролем Госкомнадзора находится вопрос предоставления упрощенной процедуры получения вида на жительство гражданами числа реабилитированных народов. Сколько людей нуждаются в подобного рода помощи и что уже было реализовано вот в данной плоскости? Да, эта проблема у нас действительно существует, но хотелось бы отметить, что мы ее планомерно уже уменьшаем и выходим уже на, как говорится, на решение уже этой проблемы. Хотелось бы отметить, что вот как раз-таки в ноябре месяце, 1 ноября, у нас совместно с Управлением МВД по России и Республике Крым, нашим комитетом под моим руководством было проведено совместное совещание, в рамках которого мы актуализировали все вопросы, которые на сегодняшний день, провели анализ той работы, которая была сделана за год. А я хотел бы напомнить, что как раз-таки в декабре 2017 года, после того, как впервые вообще кто являлся инициатором и идеологом этой работы, как раз-таки в 2017 году это был Руслан Смыч Бальбек, депутат Госдумы, который впервые обозначил эту проблему и вывел ее в плоскость решения на уровне на федеральный уровень, после которого уже были приняты поправки, как мы знаем, и на сегодняшний день граждане из числа реабилитированных, которые прибывают в Республику Крым из соседних государств, имеют
имеют возможность по нисходящей или восходящей линии, имеющих родственные отношения к реабилитированным, получать в упрощенном порядке гражданство. Что же касается той работы, сделанной, то да, действительно, вот по итогам декабря 2017 года, когда мы провели полностью по муниципалитетам всю работу и направили сводные списки в МВД, это количество около 1500 людей составляло. Проблема каждого из них была по-разному. У кого-то это были паспорта просроченные, у кого-то просто нарушено миграционное пребывание, у некоторых вообще закончились паспорта государств, гражданами которые они являлись. И, конечно же, тогда хотелось бы сказать, и правительство оказало большую возможность о том, чтобы этих людей не выдворяли из республики. И вот по итогам этого года, когда мы провели в ноябре месяце совещание, выяснилось, что уже из этой 1500 людей порядка 840, плюс-минус, я не буду сейчас говорить, это цифры были озвучены 840 людей, это цифры были озвучены представители МВД, остались из числа которых еще не решен этот вопрос. То есть чуть менее половины, можно констатировать, что этот вопрос у этих граждан в той или иной мере уже начал решаться. Это несмотря на то, что один из наших соотечественников, главе республики, на одном из заседаний Совета по межнациональным отношениям докладывал о том, что таких людей у нас порядка 5000 человек. Президенту? Президенту напрямую, главе государства говорил там. Однако, проведя совместное совещание, и он также присутствовал на этом совещании, он не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эти цифры. Соответственно, ни обращение его как члена Совета, ни как общественного деятеля, конечно же, эти цифры не подтвердились. И поэтому мы работаем с теми цифрами, которые четко определены, которые совместно с ведомствами у нас выверены. Итого, проведя работу до 15 ноября, мы договорились о том, что мы провели эту работу, мы снова актуализировали всех этих граждан, и уже буквально 17 ноября мы направили уже в МВД Республики Крым дальнейшую уже передачу их в Главное управление по России МВД. Таких людей у нас на сегодняшний день порядка 848 человек. И в ближайшее время, я думаю, что мы обсуждали буквально на днях с коллегами из МВД России, я связывался, совместными усилиями, я думаю, что в ближайшее время этот вопрос уже будет в целом разрешен. То есть есть все основания полагать, что этот вопрос будет снят с повестки? Мы договорились о том, что в любом случае эти люди будут легализованы в Российской Федерации для дальнейшего уже оформления гражданства Российской Федерации. Ленур Азизович, каким образом происходит влияние пространственного и демографического развития Российской Федерации на межнациональные отношения? Актуальность вообще этого вопроса и вообще территориального и пространственного отношения в России, конечно, очень имеет, как я уже говорил, необычный, и такой исключительный характер, поскольку мы даже сами, перемещаясь по такой большой стране, понимаем, насколько все-таки каждый из нас близки по духу, по нраву, и в целом каждый из нас какой является патриотом в этой стране, поскольку каждый внутри понимает и видит, что он не одинок, и то, что государство о нем беспокоится. И поэтому на сегодняшний день те процессы, которые проходят в России в целом по этнополитике, которая сегодня существует, они благоприятно сказываются и успешно, на мой взгляд, реализовываются в государстве. Сейчас очень активно ведется работа по формированию кадрового резерва. Какой смысл, какое содержание вы закладываете под эту категорию? Для чего нужен кадровый резерв и каким образом он будет формироваться? Безусловно, на мой взгляд, кадровый резерв и вообще формирование кадрового резерва, конечно же, необходимо. Это своего рода база, когда мы видим, и есть у нас возможность воспитывать будущих управленцев в современных условиях, которые сегодня будут, по-разному, где-то кризис-менеджерами выступать, а где-то по-настоящему быть профессионалом в различных сферах нашей сегодняшней жизни, поскольку актуальность создания этого резерва, он настолько необходим, поскольку сегодня назначение на те или иные должности, которые в республике есть, очень четко показывает, что нужны специалисты. Да, хороший человек, как говорят, не профессия в нашей работе, но, однако, главные принципы это компетенция, конечно, профессионализм, это добропорядочность, ответственность и вообще понимание того, для чего ты назначаешься на эту должность, что это в первую очередь это работа для людей.
А не так, как мы видим, очень часто бывает, что люди приходят и просто забывают, откуда они пришли, и люди потом уже не могут в их кабинеты попасть. И, конечно же, воспитание такого кадрового резерва и его наполнение, на мой взгляд, очень важно. Тем более, что важным в этом моменте идет воспитание. То есть это может быть первоначальный специалист, который потихонечку набирается опыта, начинает работать на самых разных должностях и вырастает по карьерной лестнице уже, как говорится, пропитавшись и пройдя уже тернистый путь. То есть уже четко понимая о том, каково его предназначение, в чем заключается его работа и что необходимо сделать для того, чтобы в целом для республики, для крымчан нам сегодня жилось хорошо. А какие требования ключевые сейчас выдвигаются по отношению к управленцам нового поколения? Вот вы уже часть обозначили, но давайте-ка так кристаллизируем еще раз. Вы знаете, на мой взгляд, в первую очередь, конечно, большое должно быть желание у молодого человека или у девушки, которые сегодня ставят перед собой задачу развиваться и быть в будущем профессиональным управленцем. Это воля к тому, чтобы не бояться перед теми трудностями, которые сегодня будут. Но это достигается только тогда, когда ты четко понимаешь, когда ты, как говорится, находишься в самообладании с собой, ты здоров мыслью, телом, духом и профессионально подкреплен теми навыками и знаниями, которые получил в учебном заведении, либо потом, когда ты смог соприкоснуться с теми, как говорится, профессионалами, с которыми тебе пришлось работать. Конечно же, как я уже говорил, в первую очередь, это, конечно же, порядочность, ответственность людей, которые сегодня, в доверие которым сегодня оказывает республика, правительство, которым дает возможность реализоваться и, как говорится, возглавить те направления, которые необходимы сегодня для республики и очень важными являются. Поэтому, наверное, это является самым важным и главным моментом. А как вы планируете составлять этот кадровый резерв? Каким образом? Будет такой самостоятельный отбор или люди по собственному желанию будут подходить? Как вы видели, у нас сегодня уже анонс прошел, что есть кадровый резерв, который формируется при Совете Крымско-Татарского народа при главе республики. И уже одно назначение. Да, и ряд ребят уже поступили в этот кадровый резерв, а одним из них, молодым человек, уже был назначен на должность заместителя главы администрации города Феодосии. Необходимо, чтобы каждый из нас понимал, что это не единоличное принятие, и не было такого, что кто-то решил и назначил этого молодого человека туда или в том или ином направлении. Конечно же, это ответственность, это общая ответственность, это понимание того, что будущий кандидат понимает, с чем ему придется столкнуться, понимание того, что нашего совета о том, действительно ли молодой человек правильно избрал путь, и правильно ли он готов завтра работать и выполнять те задачи, которые на него будут возложены. Поэтому наличие этого кадрового резерва еще очень важно, то, что я забыл отметить, что дает возможность, конечно же, из этого кадрового резерва сразу же быть назначен на те или иные должности. Почему? Потому что очень часто у нас сегодня, как я уже говорил, хорошие ребята, добрые ребята или правильные, хотят уже прям работать, но немногим хватает там какого-то стажа государственной службы или стажа по специальности. И конечно же, наличие этого резерва кадрового, он позволит максимально выверенных и профессиональных уже ребят приводить к занимаемым должностям. Да, не так много времени у нас остается. Совсем недавно мы отмечали День телевидения. Телеканал «Милет» существует, вещает всего 3 года. Безусловно, мы еще находимся на пути своего становления, но тем не менее, как вы можете оценить эффективность той работы, которую выполняет наш канал? Эффективность работы и вообще, как работает канал, конечно же, мы можем знать только от того, как наши граждане, как крымчане, какая аудитория у нашего телеканала и насколько максимально мы в центре событий. Но насколько я вижу, что я уже не раз об этом уже отмечал, этот молодой коллектив и те ребята, которые сегодня работают в нашем телеканале, самое главное, хотят и стремятся. А уже мы видим, что многие из них уже становятся настоящими профессионалами, которые уже совершенно не уступают и уровню федеральных СМИ. Таким образом, на сегодня мы со своей стороны, как комитет, тоже максимально прикладываем усилия к тому, чтобы все-таки наш канал в
конце концов стал один из даже самых лучших, а нам нужно ставить обязательно такие амбициозные задачи. Вот. И те ребята, которые сегодня работают на телеканале, всегда были, конечно же, в центре событий, всегда, как говорится, на острие, всегда были. И самое главное, вот те лица, которые я вижу каждый день на телеканале наших ребят, чтобы они никогда не угасли, а именно всегда только стремились вперед. Спасибо, Ленор Азизович, за конструктивный диалог. Спасибо, уважаемые телезрители, что были с нами.